somewhat connected with the national epic story, which is called the Olonho. Да, Олонхо. в Олонхо записана вся наша культура. Это So и this is костюмы, это very much традиционные. a cornucopia of all the cultural things that belongs to the Yakutian traditional culture. Да. The costumes and the arts, artifacts and everything. Да, вот в этом все записано, поэтому так, теперь следующий инструмент, вот у нас, это уже танцир называется. It's Танцир, called the танцир. от слова Танцир. танцердин. So the making this kind of the breaking or hitting movements. Танцир. Это тоже более стилизованный инструмент, So of course it's a modern version. It's very stylized. так, потому что на нем можно играть не только якутскую традиционную музыку, но и мировую классику. Хорошо. Вот. Вообще у нас оркестр нынче 25 лет. So we organized our orchestra 25 years ago. Вот. В оркестре где-то 25-26 человек. So I have 26 players. Он считается в республике вот, единственным профессиональным оркестром. So this is the only one orchestra of professional kind for the traditional instruments in the republic. Поэтому у нас в репертуаре, конечно, не только якутская, но и русская, российская и мировую классику. So we've also played the modern Russian musical plays and also the traditional classical music as well. Также у нас есть более 250 видов ударно-шумовых инструментов. Это вот начиная с ударно-шумовых. Это вот уже шаманские области. Начиная от шаманского The shamanism, which is shaman. Drum. Drums, станции. Whoa. Они бывают разные, то есть большие, маленькие. They always have different sizes that can be very big and also very small. Большие сейчас инструменты у нас все находятся в Сухотыне. Only drums. This shaman's instrument, shaking this Это вот один из еще This is the shaman. Вот, поэтому здесь вообще наша культура очень обширная, очень многообразная, поэтому музыкальные инструменты тоже у нас. culture and instruments is very, we have a lot of amount of instruments, so it's very features. Also a lot of amounts of our instruments and programs. Да, сейчас, пожалуйста, значит, наш второй этап. Второй этап, вот немножко послушаем якутскую музыку и дальше уже пойдем смотреть уже сам. Has a winter, they usually winter in China somewhere. And Да,
Узбекистан. Стенка, да, это один из видов журавлей. А прилетают они летом, прилетают именно только в Якутию. So they fly back to Yakutia in the summer. Поэтому очень много у нас посвящается этой священной птице, и танцы, и музыка. И вот я предлагаю немножко So this is a special musical piece about this particular crane. Послушать про песню серпов. Завтра Сех, это наш летний праздник. Tomorrow will be the Issekh, which is the summer festival for the Yakutian people. А вот северным это вот у них в апреле вот это вот праздник But for the Оленегора. northern people, it's the April month. Да, где проводится большой праздник, So they have a celebration. выставка костюмов, соревнования, олени скачки. Some contests and so on, and reindeer races. Да, поехали. Добрый день, дорогие гости. So welcome you, dear guests. Я приветствую вас в стенах нашего фонда, который очень молодой, создан он всего лишь в 2013 году. We are greeting you here. This institution was opened only in 2000. Здесь собрана коллекция образцов наших народных мастеров, современных, которые работают над возрождением ремесла нашего народа. We want to show you the collection of our national local masters craft. Здесь собрано у нас как искусство мастеров кузнечного дела, по деревообработке. So we have some subjects that are made by blacksmiths and also in wooden craft. Также представлено ювелирные изделия. And also jewelry. Это вот все в стиле народном, традиционном, начиная с 17 века. It's in national and traditional style since 17th century. К сожалению, до 17 века у нас мало что сохранилось от народного искусства прикладного. Unfortunately, we don't have a lot of crafts before the 17th century. Ну вот, пройдемте, пожалуйста, сюда. Начальная Начальная. Кто носит Эту одежду свят нашего праздника, допустим, носят во всех народных якуты. in the national holidays? Здесь представлено уже прикладное искусство народа Саха. Yeah, so this is the five. Вот пройдемте сюда, пожалуйста. Вы, наверное, слышали, что
рода саха. Это якутская наша лошадь. So you must be heard of our sacred animal horse. Да. Вот эта экспозиция посвящена нашему якутскому коню. So this exhibition is about our sacred horses. Здесь представлено именно изделие из конского волоса. Правильно все плетется, допустим, вот даже шляпки из конского волоса, эти циновки из конского волоса, даже упряжь самого коня, все из конского волоса делается. So these masterpieces made of horsehair, all of them. Вот это вот, наверное, это видели, это комаромахалка, допустим, тоже из конского волоса комаромахалка. Yeah, we call it Очищает. that it can bless Очищает. you and also you can Духов как бы отгонять, имеет такое значение сакральное. Это потник, тоже под седло коня, тоже из самого же волоса конского. horse breathing. Под седло якутского коня, оно обычно инкрустируется серебром, латунью, бронзой, вот используется. Якуты любят украшать коня своего. Yakuts likes to have a lot of minerals and also beautiful. Вот, допустим, это седло. Это седло якутской невесты. Специально изготавливается для свадебного. So beautiful horse breathing skins. Инкрустирована вся серебром. Yes, it's for brides. Вот это вот надсидельник. Надсидельник. Все это серебром инкрустируется. Полный комплект представлен вот. Это вот боковые вот части, это надсидельник, вот на заднюю круг. This is for sides. This is where you sit, and this is the back of the horse. Это украшение коня. Здесь у нас представлена кумысная утварь. Кумысная утварь. Чороны, они бывают одноногие, трехногие. Это ковш для разлития кумыса. This is churros. Это для изготовления кумыса. Все это. This is when you make this. This is a drink that you have to. Это как бы воронка для нее, для посуды. для Drink. души. Yes, we have a drink that opens. This is also sacred, and this is churros. And also this is the instruments. Вы, наверное, знаете, что особенное значение имеет украшение нашей невесты. Вот здесь же тут представлен костюм якутской невесты 17 века. So the important thing is the jubilee for brides to wedding, and this is bride's clothes for the Опять-таки украшается бисером, ляжками металлическими. This is made with a prince from silver. Ну, может быть, он имеет немного угрожающей какой-то воинственности, потому что все-таки это была невеста воина якутского. So it might have very different looks. It looks Как very like доспехи. barriers because this bride was with barriers, right? So this meant Как таковые штаны якуты не носили. У них натальник, и такие вот наколенники. Они подвязываются сюда вот. Вот натальники, к нему же так вот. So the good people didn't wear pants, so they had all these clothes till the knees, and they had. You can see. На свадьбу невесте обязательно подвязывался пояс такой с колокольчиками. Это как бы символизирует невинность невесты. This is a symbol of innocence. Когда она переступает порог дома своего
жениха, она должна обязательно звенеть. И она специально приседает, чтобы по ступеньке стукались эти колокольчики, So звенели. when she comes to the fiance's house, she has to make a lot of sound with these bells. So she likes stepping and Чтобы она стукалась. Ага. Если оно плохо звенит, это считалось уже как бы, да, плохая невеста. yes, if the bride don't have a lot of sound of bells, it means that she's a bad bride. Называется вот это. Специальная вот такая вот торбоза для невесты. Только на свадьбе такая вот есть. This is special. Вышивка делалась из подбородка волос брали у оленя. So this is made of reindeer's hair. К сожалению, это действительно у нас как бы исчезло, поэтому вот мы восстановили ее в Мулине. But unfortunately, we lost this tradition to make special shoes for weddings. So they recreated it. Ну вот это традиция. This is traditional princess clothes. Тут вот картина вот невеста 15 века, а там 17-го. So this is the picture of brides from 19th century, and this is from 17th. Да, 17. Вот перейдем теперь к этим изделиям. Это береста наша, This is made from сибирская береста. Она не тонкая, толстая. С нее работать тяжело. Опять-таки волос используется конский. So they use the horsehair to hear. Это сурочок. Это как бы штабники. Они изготавливаются разных размеров They always have different sizes. по назначению. Для рукоделия, для одежды. Вот такие коробочки. Вот так вот. А давайте перейдем к нашей якутской невесте 19 века. Якутской, костюмы якутской невесты. Вот этот вот костюм. Это вот шуба, специально сшитая. Она обита обязательно мехом натуральным. Там может быть горностай, белка или даже золото. They always have to wear traditional pure coats. Используется обязательно несколько мехов. Здесь представлено дубовый, лиса, белка. So they always have to wear different fox, squirrel, and Покрой этого пальто обязательно он как бы с крыльями. it has like a little wings here. И сзади такой большой запах, чтобы садиться на коня. Ширину придает. And in the back they have like a lot of clothes to sit on the Она horse. тяжелая. Костюм весь очень тяжелый. Где-то около 30 килограмм. Вместе с украшениями. It might be like 13 Это kilos. вот все серебро. Это вот все серебро. Опять-таки тут имеет значение сакральное каждая деталь. So it has a secret meaning every detail of the jewelry. Вот это, допустим, чакру. Закрывай. The circle in the middle is the forces thing to mean your power. И этот звон и блеск отгоняет как бы злые мысли, злые, как, как бы охраняет, охранные. This jewelry is safe. They can save you from bad power. Обязательно надевается серебряный пояс. They always have to wear the silver jewelry. На который подвешиваются все ей нужные вещи, вплоть тут. Это вот лисья мордочка называется, это охранный оберег. So they have the stuff they use
that's hanging in the Это набедренные shoulders. украшения. So they have like stuff they can use, and also like pin tabs and stuff. Тут, допустим, календарь, This is the calendar. кресало, огонь добывать, This is for making fire. и даже капаушка. Акшапки, тут значение имеет, опять-таки, каждое значение. Вот это вот прикрепляется такая блестящая пластинка круглая, оно называется солнце. The hat also has a lot of meaning in their details. The circle plastic in the hat means sun. Сан. Да, это опять-таки от всего злого. It protects you from all the bad. Вы, наверное, знаете горгону. You can know the gorgon. Она вот как бы отражается злой дух, тебя увидит и отбегает. So the demons look like their reflections, and they can go away. Также я говорила, что у нас культ коня, так что якуты себя считают потомками коня, он как бы прародитель наш. So Yakut thinks that horse is like И their. поэтому к шапке приделывается лента, это как бы узкий. So in the hat they also have lens that is like horses, breeders. Это как бы ее судьба ее вводит. So it's like the А destiny. и как только она замуж выходит, эти ленты отрезаются. And if she will have a wedding, this lens will be cut off. И к навершию шапки тоже особое значение имеет то, что здесь, если ее развернуть, это как бы символизирует материнство. So, Вот это. so the top of the hat also have a lot of meanings, and if you will Если ее turn развернуть, around, это вот женские груди. so it has like meaning that about being a mother, and this is like chest. И тут нижняя часть, конечно. Орган деторождения. So this is the parents have to give this thing to the И bride. не за руку будет, а за кнут. Берется за этот кнут невеста, и он выводит ее из лучшего дома. So the bride have to hold here, and the parents hold here, and they go like this. They are not holding hands; they hold this thing. Допустим, что вот жених So this is looks like the parents' clothes of 19th century. использован некий черно-белый, This is the fox's quill. это песок. И богато она украшена именно тут искусство лоскутной мозаики. Это ручная работа. They have a handmade mosaic. Дядя, мы пытаемся. Также вот способ кантирования используется везде, в украшениях коня, вот тоже есть. The same arts in this horse. Вот здесь у нас серебро This представлено. is the silver. Вот это вот все украшение должно быть у якутской невесты, обязательно. All these jewelry has to be that a bride have to has. Сейчас я покажу вам. Вот, допустим, это вот. Earrings. Very Это называется лопата. It calls Крючок. Лопата. Представляете, как уже понимаете? А это вот называется харая елка. И сель, грива коня. А это подкова, как видно. И вот такие вот цветы обязательно для женщин. Видели, наверное, да? Почти носят такие вот, оно как вот фигурка так вот.
So this is earrings that has almost every woman. 이거 туан капсери. Туан. Потом тахара значение. Обязательное украшение тоже от якутской невесты. Она закрывает эту чакру. It's the bride's jewelry. It has sacred meaning that you have to show your neck because Потом it вот has такой вот their браслет force. обязательно надевается. This is the bracelet. Вот так вот надевается браслет. Закрывает опять-таки вот эти вот части. Your powers. Запястье. Обязательно. Ну, а про вот это вот я уже говорила, да? Вот. Зеркало Горгоны. Yeah. Еще вот очень такой вот предмет. Это очки снежные. Glasses for Вот так. winters. Очень интересно. Very interesting. От солнца действительно очень помогает. И очень хорошо при близорукости. И очень хорошо видно и без оптики. It helps. It really helps when it's very Попробуй. sunny and it has a lot of light. Можно вышивать. А это вот накосник. Накосник, обязательно на косу она привязывается. Вот так вот, допустим, здесь вот так привязывается. Накосник. Beautiful. Представляете, все это украшение будет на якутской невесте, и все вместе это This будет is it. 30 килограмм где-то. Cross. Крест. She's a Orthodox Christian. А вот здесь такой другой экспонат, видите, здесь даже тоже пинцет, опять кабанушка вместе на украшении, смотрите. So this is all the useful things that were in the. Process. Богатые женщины это украшения. These украшения же на Very богатых. Christian. So all this jewelry often has the rich brides Сколько капсери? from rich families. Внизу это представлены пояса мужские. Они чуть уже. Belts. Да, ага. А это из латуни. Женский. Ну вот, спасибо. А, вот из мамонтовой кости. Из мамонтовой кости Mama's сделано. bones. Это капсери. Ага. It's very Тут ancient. представлен праздник всех национальных. Mama's ivory. Mama's. It's ancient. Тут видите алгыс, This is the blessing. This is the holiday. там дерево, The sacred tree, Aldukmas. алдукмас, хоровода слухай. The Sohai dance. А тут якутский епос поет. Olanho, the Olanho. This is the Olanho speaker. Ага. А там вот на этом это кумысная утварь стоит. Кумыс там бродится и развивается. And they made Ага. И тут виды спортивные, именно национальные виды. this is national sport competition. Прыжки, перетягивание палки, капсага и борьба. And Hapsara is like wrestling body yakut. Ну и, конечно, там конские скачки. And the horse racing. Тут такой же чарон, там тоже виды спорта. Churon, made of mammoth bones. Ну вот это как бы благословение называется, статуэтка. This study is called blessing. Ну вот, есть вопросы? So this is the end of the exhibition. Do you have any questions? Lasciare andare a fare che capsiamo.